Это затронуло даже таджикские власти. Подписывайтесь на обновление и будете в курсе всего самого важного. Один из ведущих командиров фронта национального сопротивления Афганистана Акмал Амири и еще 7 его сподвижников убиты, сообщил Талибан. В то же время в сети появилось опровержение данного факта. Один из командиров фронта национального сопротивления заявил, что столкновение с талибами было ожесточенным, но смерть Акмала Амири документально не подтверждена. Министерство обороны правительства талибов выступило с сообщением о смерти Акмала Амири. Пресс-секретарь ведомства Иннаятулла Харазми заявил во вторник, что 313-й Центральный корпус провел операцию по уничтожению убежища повстанцев в районе Саланг провинции Парван, в результате которой были убиты 8 человек, включая командира Акмара Амири. Он не сказал о точном времени проведения операции, но и заявил, что в ходе нее никто из мирных жителей не пострадал. Впрочем, некоторые из ведущих деятелей антиталибской оппозиции заявили, что заявление талибов не соответствует действительности и что Акмал Амири жив. Латиф Педром, один из афганских политиков, сказал со слов брата Амири, что тот жив. Тем временем лидер Национального фронта сопротивления Ахмад Масуд написал на своей странице в Фейсбуке, что Акмал Амири, Басир Ахмад Андараби и несколько их сподвижников были убиты после многочасового столкновения с талибами. Салахуддин Арабани, лидер ячейки Исламского общества Афганистана, также опубликовал сообщение о смерти Акмала Амири. Рахматулла Набиль, начальник службы безопасности бывшего афганского правительства, в твите осудил убийство Амири и его сподвижников. Акмал Амири был одним из офицеров национальной армии свергнутого афганского правительства. После того, как талибы захватили Кабул 2 года назад, он присоединился к фронту национального сопротивления Афганистана. Многих эта ситуация действительно вывела из себя, ведь непонятно, что произошло на самом деле и жил ли этот человек. И почему это многих затронуло? Потому что фронт национального сопротивления в основном состоит из таджиков, да, уже там много и других национальностей, но они борются за свободу Афганистана и право жить там в нормальных условиях. И наша страна, Таджикистан, поддерживает это направление, и наши власти это не раз высказывали, хотя они и говорят, что прямой помощи фронту национального сопротивления нет, но некоторые эксперты постоянно доказывают обратно, что все-таки подпольно наша страна чем-то помогает. Ахмад Масуд был в Таджикистане, ему предоставили площадку для переговоров, для того, чтобы он ответил на многие вопросы, и это уже показывает отношение Эмомали Рахмона ко всей этой ситуации, а то, что членов этого сопротивления талибы уничтожают, задевает каждого, ведь мы все надеемся, что в скором времени эта ситуация вернется на круги своя, и Таджикистану больше не нужно будет переживать за свои рубежи, ведь до сих пор правительство Таджикистана не признало правительство Талибана, требует инклюзивного правительства от них, на которое они не пойдут, скорее всего. Как вы думаете, как вы относитесь ко всей этой ситуации? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!